Hakkame sellest punktist peale, et trummi valmistamine. Начинаем от того вот изготовления бубна. Есть очень много разных традиций, культур, как его делаются. Вот те бубны, которые я делал, особенно вот этот вот такой, или где-то здесь еще был вот такой, в принципе, где вот в таком форме spliteno, et sellises vormis nagu tehtud nahaga pingutatud ja et see on nüüd selline Põhja-Siberi ja ütleme rohkem Põhjamaades, kus on puitu ja sellist nagu vähe olnud. Et noh, see meister, kes tegi, tema teadis lihtsalt seda, sellist varianti. Et palju rohkem levinud Siberis, vähemalt Siberi šamaanluses on sellised trummid, kus käepide on puidust, et on puidust sisse tehtud selline nagu trummi isand. Вот в таком форме это более как северные и индейские вот в пустыне, в Аризоне тоже делается вот в таком форме. Или вот так, да, делаются. В Сибири, там очень большой территории в традициях делается так, чтобы вот эта шкура одевается, и сюда внутри делается хозяин бубна из дерева, как человечек, который вот у него есть голова, у него есть две руки и две ножки. Получается такая вот как бы верхний, тогда ручки, и тогда идет ствол, и тело, и тогда идет две ножки. Вот такая рукоятка. Это очень распространенная, это как человечек здесь, которого кормят, и это как-то дом духа бубна, see on nagu trummi vaimukodu. Et no, minul on siin, ma teen selliseid ka kaasaegsemaid, et noh, näita mulle, anna mulle seda. Et siin eelmisest sügisest oli selline nagu probleem, mitte probleem, aga et trumme töösse kutsuda, selleks on vaja tuld ja sooja anda neile. Ja näiteks, et kui ta töötab ja niiskemaks läheb, et siis läheb häälest ära. Et был такой вот, что чтобы звать в работу бубну, надо было огнем вот тепло давать ему, чтобы натягивалась в звук. Вот. И когда влажность поднималась, тогда тоже опять надо было вот огонь. Огонь очень хорошо, но иногда в современное время, когда делаешь какие-то процессы, там в помещениях огня очень трудно создавать, тогда я вот придумал такой систему, чтобы вот этот натягивать можно натягивая вот эти здесь. И тогда уже такой очень такой бубен будет хорошо в звуке. Et vot selle süsteemiga, et kui on hästi niiske ja trumm on täitsa loppis, et nendega tõmbab trummi väga hästi häälde kohe, tähendab ilma soojata. Et see mänguspekter on siis nagu laiem. Et vaat selline nagu kaasaegne variant trummist. Okei. Ma ise teen trummilaagreid ja jagan seda kogemust, et kuidas teha, ütleme, kõiki selliseid, nagu siin on tehtud, et neid saaks, ütleme, siin minu juures teha. Я сам этих бубнов делаю и обучаю, и всех вот этих вариантов, которые здесь, и любых других, в самом деле, можно делать, мы можем делать. Шкуры у этих бубнов оленовые, шкуры оленя. Вот у меня и охотники, это хорошие друзья, вот у них я получаю свежую шкуру, она в соле, и et ma saan neilt toored nahad, mis on soolatud, ja siis ma panen nad jõkkelikku, тогда я их в речку на недельку или два, так, чтобы этот процесс жизни верхние слои вошли. Et need täidaks need eelmised kihid, et karv tuleks lahti ja kõik see rasvad tuleks teiselt poolt maha. Чтобы шерсть отпускался и все жиры, их можно хорошо очистить. Вот.
И через 2 недели, когда шкура готова, вот тогда можно начинать его обрабатывать и ставить сюда. Может быть, иногда быстрее идет, võib-olla teinekord läheb kiiremini. Okei. Ja nüüd, kui trumm on valmis ja teil on oma isiklik trumm, когда у вас бубен готов, если сами делаете или когда кто-то для вас его делает, и она у вас появляется, тогда это как приход ребенка в семье. Когда вы сами делаете, тогда вы сами отец и мать одновременно. И у вас родится ребенок. И все, что касается с ребенком, на самом деле очень похож с бубном. Et kui te trummi endale toote, kui te ise teete, siis te olete nagu üheaegselt nii ema kui isa sellele trummile ja see trumm on laps, kes teie ellu nagu tuli. Ja trumm on tegelikult, ütleme, kõik, mida saab öelda lapse kohta, tema kasvamise, õppimise, koosõppimise, et millist rolli tema meie elus täidab ja meie tema elus, seda saab trummi kohta öelda. Et nad on nagu võrdsed, et ta on teistsugune laps. Она как-то вот ребенок в другой форме у вас. Вот. И за него надо ухаживать и с ней хорошо много общаться. Чем больше общаетесь, тем глубже раскрывается его сердце. Вот. И бубном точно так же. С ней надо общаться, с ней надо играть, с ней надо вместе учиться. И когда вы это делаете, тогда тем больше вы это делаете, тем глубже и шире раскрывается его сердце. Öeldakse, et inimese kohta, et kui lapsega vanemad mängivad ja suhtlevad ja aktiivselt ja ta nagu tunneb ennast nagu pereliikmena ja see on hästi tunda, teda armastatakse, siis kasvab sellest hea inimene, kui niimoodi lihtsalt öelda. Hea inimene, see on inimene, kes mõistab, saab aru, on elutark, ükskõik milliseid elusituatsioone ja sündmusi ja oskab neid lahendada. Ma kirjeldaksin, et хороший человек это вот бубен растет хорошим путником, когда с ней играют, когда с ней вместе растут, когда с ней общаются, уважают его. Ну, это когда вы любите свой бубен, тогда как человек ребенком так относиться, тогда и из него хороший человек растет. Хороший человек – это такой человек, который понимает, который эмпатически понимает, который мудрый и от своей мудрости и понимания умеет быть демиургом реальности своего мира, такого, который принесет радость и жизненность и здоровье и для него, и для окружающих. Он как солнце ходит среди людей. Такой хороший человек. Вот у меня такое понимание, что такое хороший человек. И что, к чему мы двигаем в самом деле. Я думаю, что мы здесь для того, чтобы расти хорошим человеком, двигаться внутри и вне вот в это направление. Ma usun seda, et me oleme siin selleks ja ma olen püüdnud luua need ruumid siin selleks, et kes tulevad siia, saaksid siit lahkudes tunda, et nad on liikunud selle, mis ma rääkisin, et nad on paremaks inimeseks saanud. Et see parem, võtke see sealt hinnangulisus ära. Parem see tähendab, see ei ole päris hea sõna selle jaoks. Okei. Nii.
täiuslikumaks. Ja, окей. Совершенным человеком больше становится без этого хорошим. Хорошее это всегда оценка содержит, но это не самое лучшее слово. Вот. И когда у вас есть бубен, тогда за ней она из кожи. И так как вы ухаживаете за своей шкурой или кожей, на самом деле бубну это все нравится. Конечно, нет, прямо можно это сказать, все то, что вы для себя, как вы через свою кожу наслаждаетесь, все то, что вы бубну делаете, он тоже наслаждается. Это значит, ну вы же там кремом делаете, вы под душем ходите. Под душа для бубна это не значит, что вы пойдете и его мочалкой там помоете там каждый день. Это не так, että trummiga nagu teie käite duši all ja pesete ennast käsnaga, siis trummi jaoks ei ole nii intensiivne, aga tema jaoks on hea, ütleme, trummile aeg-ajalt, et ta saaks näiteks hommikust või õhtust kastet. Et näiteks panete oma trummiga on võimalus muru peale ja et ta saab nagu olla avatud, eriti kui on täiskuuv ja selge ilm nagu taevale ja tähtedele. Et see on nagu trummi jaoks väga hea, see on sama, mis teie käite duši all ja laete ennast. No mina olen pannud enda isikliku trummi, et ma näiteks õhtul panen õueda ja hommikul võtan ära, seda kuivab ära. Et trummi nahale, see hoiab trummi naha nagu elusa, et kui ta märjaks saab, siis ta nagu lõdvestub. Et hobune läheb karjamaale metsa kuskile, teda keegi ei kontrolli. Это как лошадь, которую мы из цепи отпускаем, и он пойдет, у него большое пространство, и пойдет наслаждаться, быть собой и с миром. Вот бубном так тоже. Но этот для бубна, там, если вы за лето 2 раза делаете, например, это достаточно. Вот. И когда вы под душа ходите, многие себя кремом делают руки, делают себе крем, ухаживают за koosus. Paljud, kui te käite duši all peale seda, te kreemitate ennast, et nahk oleks pehme ja siidine. Et trummi jaoks on täpselt sama, et trummi on tarvis õlitada. Для бубна точно так же. Бубну необходимо маслить. Вы возьмете для бубна масло, хорошо такие масла, которые получается из растений, которые paljuaastalised või pikaealised. Многолетние, да. Но я так чувствую, что шаманы мне так говорили, и я так чувствую, что это правильно. Правильно. И раз в месяц хорошо его как-то маслить. Особенно, когда вы живете в этом квартире среднее отопление. Trummi jaoks see kreemitamine, see on trummi jaoks õlitamine. Ja sobivad sellised õlid on head õlid, mis saadakse pikaealistelt taimedelt. Oliivõli mina olen kasutanud, erinevad pähkliõlid on pähklitest saadud õlid. Et see on nagu selline väga hea. Ja siis on niimoodi, et kuidas mina seda teen. Et ma kõigepealt kallan tilga, ütleme nagu teelusikatäie või supilusikatäie siia sisse. Et ma panen, lasen pudelis siia kas čajnu ložku ili čуть-čуть больше ложку этот масла. И она может быть чуть-чуть теплая, этот масло. Но это не обязательно. И тогда с рукой как-то протираю так, чтобы это масло все накрыло. И потом